Gusliat şatelo çuvay göcegati. Hakim balcoo diyezoy. Hakimen muthiyoqoy. Gonda hayzoy hergal dialduan seoloy. Hergal dialduan aqbasta hor basni qarbu seoloy. Balus seoloy. Khasu seoloy. غتشال ديون خلبيز دعوة خلبيز وين ديك كانت يحونق ديون هلك كنين بيني بين تقيا ساقيا متيت آليا يكش ديون. Я считаю, что люди сказали бы многое сегодня. Высказали бы то, что у них накопилось за все это время. Все эти унижения, оскорбления, давления, пытки, убийства. Эти грязные методы, с которым столкнулся чеченский народ впервые в своей истории. Да, такого в нашей истории не было никогда. Если они думают, что смогли испугать и купить всех, они ошибаются. На самом деле они купили самых слабых. Если они думают, что они сильные и все должны подчиняться им, потому что у них десятки тысяч штыков и российская армия за спиной, они опять ошибаются. Они настолько уверовали в свою безнаказанность, что напрочь забыли, что вся сила у всемогущего Аллаха. Но придет время, и мы вернем все. Иншаллах. Все вместе. Хвала Аллаху. Есть сегодня братья. Искренние и надежные. Таких надежных ты находишь в самое трудное для тебя время. Это такие братья, которые не повернутся спиной, а наоборот, встанут крепкой стеной и оградят от любых трудностей. Конечно же, это взаимно. И еду к ним по их приглашению, потому как не мог отказаться от их просьбы. Ничего. Вчера
работал над видео, у меня там новый проект. Я даже анонс сделал, и скоро это видео выйдет. Ну, звонит мне знакомый, близкий знакомый. И говорит, слушай, давай поехали. Ну, в общем, пригласил меня сегодня. Сегодня воскресенье. И что я хочу сказать? Вот, ну, рыбу ловим, чисто скромно, нормально. И что я хочу сказать? Вот здесь вокруг этого залива везде дачи. И сейчас скажу самое интересное. И эти дачи одинаковые, да, есть там чуть-чуть разница, в основном они одинаковые. По строению там и так далее. И эти люди сегодня, ну, в субботу, в воскресенье отдыхают одинаково. Кто-то там рыбу ловит, кто-то там гриль жарит, кто-то там с семьей, с детьми выходит. Ну, в общем, отдыхает одинаково. То есть здесь нет разницы, человек миллионер или там человек грузчик, он где-то на складе работает, или почтальон, или таксист. В общем, жизнь у них одинаковая. И что вот о чем я подумал, вот у нас этого нету. У нас этого нету. Да, говорят, Грозный отстроили, какой-то сети, Грозной сети, там высотки там, и так далее. Но я не слышал, чтобы кто-то из простых граждан жил в этих высотках, в этих новых зданиях. У людей всегда были проблемы, есть и сегодня. О них особо и не думают. Ну, я просто завидую вот этим людям вот так, что вот этого у нас нету. Почему нету? Потому что нам не дают, действительно, нас не оставляют в покое. И я думаю, что это в первую очередь из-за того, что у нас в народе даже нету этого единства. Нету. Было бы оно, то нас никто не трогал бы. И все было бы стабильно, как у нормальных людей. И да, как я всегда говорю, вот делают громкие заявления, якобы там все нормально, люди живут, у людей нет проблем, хотя это неправда. Но почему люди бегут оттуда тысячами, семьями, продают дома свои? И я много раз слышал жителей, которые живут дома на чеченской земле, ну, просто говорят, что мы бы тоже уехали бы, была бы такая возможность. То есть людей довели до этого. Я знаю, как тяжело для чеченца покинуть свою землю, свой дом родной, где там жил его отец, его дедушка и так далее. Ну, это тяжело на самом деле. И люди не просто так уезжают оттуда. Да, скажем, за хорошую жизнь люди хотят тоже уезжать, потому что той хорошей жизни там нет на чеченской земле. Людей не оставляют в покое. Вот эта так называемая диктатура, прессинг, давят там, надо вот ходить с опущенной головой, а это чеченцы не любят на самом-то деле. Я не считаю, что мы испуганы, напуганы. Нет, это не то. Просто люди хотят выжить в сегодняшней ситуации. Мы прошли через две войны, наш народ прошел через две войны, испытал многое, гибель близких, жертвы, разрушения, дома, города, населенные пункты, вот эти пытки, концлагеря, все это испытали. И, как я говорю, этой стабильности ищут люди. Ну, иншаллах, она будет, иншаллах, просто нам как-то надо друг другу навстречу пойти, где бы мы ни были, не делить друг друга там, и главное, что не слушать какие-то призывы каких-то людей, непонятных людей.
нас могут везде использовать, нас легко использовать тоже вот этими религиозными призывами. Я не хочу, чтобы наш гражданин, наш брат, даже сестра ехала куда-то, например. Я сейчас не буду все эти моменты говорить, но вы понимаете, о чем я. Я просто призываю людей жить и не слушать глупости каких-то самозванцев. Ну вот что я скажу. Иншаллах, все